Привет, я Нина, это новый выпуск ТОП-7. Сегодня поговорим о полиции, новых выборных законах и солидарности. Погнали! Какая-то жесть творится в Кирове. Полицейский что-то не поделил с подростком и вызвал подмогу. А потом вместе с коллегами увез 15-летнего парня в участок с особым комфортом. В багажнике личной машины. Сколько звезд в Uber вы бы поставили такому водителю? Так эту историю подала база. В Кировском МВД сказали: мы ничего не знаем, будем проверять, виновных накажем. И даже обещали привлечь сотрудника к строгой дисциплинарной ответственности. Если, конечно, решат, что виновен. В законе о службе в органах внутренних дел нет градации наказаний по строгости этой самой дисциплинарной ответственности. Могут и уволить, а могут и замечания сделать. Никаких пруфов о таком задержании подростка, кроме публикации базы, лично я не видела. А вы что думаете? Часто у нас такая доставка в полицию случается? Пишите в комментариях. На этой неделе мы снова не смогли остановиться и выбрали для вас вторую новость недели. И она снова про моих самых любимых людей в России – полицейских. Это была такая шутка, если что. Итак, Воронеж. Нину Беляеву вызвали в полицию из-за фотографии в соцсетях. Вот это фото. Самое опасное в нем, как вы понимаете, стаканчики. Какой вывод можно сделать? Стаканчик – это не только опасное оружие против силовиков, но еще и способ разрушения всех скреп, нацбезопасности и целостности страны. Мы не должны допустить вот этого. По словам активистки, полицейские пытались выяснить, как люди на фото скоординировались друг с другом и просили подписать предостережение о недопустимости нарушать закон о митингах. Сама же Нина думает, что интерес полицейских вызван вовсе не стаканчиками. Просто Беляева через суд ходатайствовала освободить Фургала под личную ответственность. Вряд ли вы будете спорить, что слово 2020 года – солидарность. Нам всем пришлось объединиться для борьбы с ковидом. И одним из самых непростых периодов стал режим самоизоляции. Кстати, вы как с ним справились? Пишите в комментариях. А мы в 7 на 7 собрали истории, как женщины объединились во время пандемии. Почитайте по ссылке в описании, как они помогали друг другу справиться с эмоциональным выгоранием и безработицей. Еще во время изоляции подскочила статистика домашнего насилия. Шелтеры переполнены, кризисные центры в панике от количества сообщений. А владелица сети мини-отелей в Москве предложила в качестве шелтеров свои гостиницы. Короче, в этом тексте много маленьких, но вдохновляющих историй. И все они показывают, нам жизненно необходимо объединяться. Очень важная дата была на этой неделе. 5 августа – День памяти жертв Большого террора. Обычно в этот день в мемориальном комплексе Сандармох читали имена расстрелянных жителей Карелии и заключенных, которые умерли в Соловецкой тюрьме и Беломоро-Балтийском лагере. Но коронавирус отменил и эту акцию. А участники перенесли чтение в онлайн. Посмотрите и покажите друзьям видео этих чтений в группе «Дело Дмитриева» в Фейсбуке. В основном, как вы услышите, это простые люди. Педагог, химик, кузнец, Заготовитель, бухгалтер, сторож, Плотник. экономист-плановик. Возможно, в этих видео нет привычных нам динамики и моушн-дизайна, но здесь важно другое. Помнить об ошибках прошлого и не повторять их. Ни в настоящем, ни в будущем. Сегодня нашим блогером недели стал юрист Андрей Бузин. В своем блоге он объяснил, зачем в нашей стране новый закон о выборах. Вы же про него слышали, да? Если нет, перескажу. В законе 3 важных части. Первая – теперь мы можем голосовать не 1, а целых 3 дня. Вторая – партии смогут отзывать своих членов комиссии с правом решающего голоса. И третья – если вы прописаны в другом регионе, то не сможете стать наблюдателем. Зачем власти такие нововведения, Андрей Бузин написал очень подробно. Сами по ссылке в описании прочитайте. Но понятно одно.
2 дня, больше 10 лекций, 2 дискуссии, 2 вечеринки. Все это уже на следующих выходных. Я приглашаю тебя, да-да, именно тебя, поучаствовать в нашем первом онлайн-баркемпе. О нем я уже говорила в прошлых выпусках, но сегодня давайте чуть-чуть подробнее о спикерах. Фем-активистка Дарья Сиренко расскажет о кампании в поддержку Юли Цветковой. Художник Артем Лоскутов о монстрации во время чумы. Квир-феминистка Тони Лажден о выборах в Беларуси. В дискуссиях мы обсудим новую этику и волну МeToo в России, а также журналистскую солидарность. Если я буду перечислять всех спикеров, то не успею рассказать, кому мы в топ-7 предлагаем помочь. Почитайте об экспертах Баркемпа по ссылке в описании и регистрируйтесь скорее. Неделю назад я рассказывала вам о богатствах Республики Коми. И как-то так вышло, что мы их немножко подрастеряли. Вылилось чуть-чуть богатств, а точнее 7 тонн нефтесодержащей жидкости под Усинском. Такое происходит каждый год. Экоактивисты поговаривают, все дело в старых, изношенных трубопроводах. Можно попробовать собрать деньги на их замену, но разве мы уже не делаем этого, когда платим налоги? Поэтому сегодня я попрошу вас поддержать Greenpeace. С 1992 года его активисты стараются решать экологические проблемы в России. Давайте поможем Greenpeace помогать нам. Да, неделька выдалась не из легких, но стоит порадоваться, она наконец-то закончилась. Мотивационная минутка. Не забывайте, из-за туч рано или поздно выходит солнце. Надеюсь, вы не забыли поставить лайк и подписаться на канал. С вами была Нина, сделаем Россию горизонтальной.